смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В муниципалитете продолжается обсуждение народных инициатив в рамках республиканской программы. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Личный прием. В рамках рабочей поездки глава района встретился с жителями Вайвожа и Верхнеижемского. Время обновлений. В рамках национального проекта «Культура» в Сосногорске появится виртуальный концертный зал и модельная библиотека. Активный отдых. В Сосногорске стартовал муниципальный проект, направленный на укрепление здоровья старшего поколения. Вчера в рамках обсуждения народных инициатив состоялась очередная встреча, на которой были представлены проекты в сфере физической культуры и спорта. Отдел физкультуры и спорта предложил к реализации 3 проекта по установке тренажерных комплексов, рассчитанных на разные возрастные категории граждан. Один комплекс предлагается установить в районе стадиона Черемушки и по одному в поселках Верхнеижемский и Вайвож. Популярность таких уличных тренажеров с каждым годом растет. И это неудивительно. Это один из самых доступных и незатратных способов поддерживать не только свою физическую форму, но приобщать к занятиям физкультурой членов своей семьи и знакомых. После обсуждения представленных проектов жители предложили и еще несколько. Например, дооборудовать и запустить баскетбольную площадку возле 3-й городской школы. Сейчас баскетбол очень востребован у нас в Сосногорске, и много детей занимается этим видом спорта. На площадке школы номер 3 там есть такое одно кольцо, но на данный момент мы просим, чтобы было 2 кольца, чтобы дети могли полноценно играть в баскетбол. У нас хорошие тренера. Дополнительные предложения были также учтены во время голосования и приняты в работу. Напомним, обсуждение проектов в рамках программы «Народный бюджет» продолжится до конца апреля. Затем все одобренные жителями проекты будут направлены в администрацию главы Республики Коми, где и будет принято окончательное решение, какие из них будут реализованы на территории Сосногорского района в следующем году. На прошлой неделе глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко совершил рабочую поездку в поселки Верхнеижемский и Вайвож. В рамках визита он провел личный прием, за время которого жители поселков смогли озвучить как личные вопросы, так и общественные. Вместе с главой в поселках побывала и наша съемочная группа. Многие вопросы, с которыми обращались граждане, были решены на месте. Так, например, жительнице Верхнеижемского, которая обратилась с вопросом о переходе на цифровое телевещание, специалисты дали подробный разъяснительный ответ. Еще один вопрос, волнующий жителей поселка – вывоз мусора. Верхнеижемцы обратились с просьбой уменьшить частоту выездов мусоровоза в поселке, на что получили ответ, что варьировать количество можно, но на размер платы это не повлияет. Обращались посельчане и по вопросам жилья. Так, например, Валентина Федоренко, имея временную регистрацию, обратилась с просьбой подобрать ей жилье, пригодное для жизни. В настоящий момент вопрос уже решен. Новое жилое помещение, которое устроила женщину, найдено. По традиции были вопросы и по медобслуживанию. Несмотря на то, что это полномочия Минздрава, муниципалитет не остается в стороне. Положительный эффект уже есть. В этом году бригады врачей приезжали в Верхнеижемский уже несколько раз. Из поселка глава района уехал с еще одним общественным поручением – посодействовать в решении вопроса об открытии аптечного пункта в поселке. Как пояснили в администрации района, проблема будет доведена до профильного ведомства. Помимо личного приема, глава посетил социальные объекты Верхнеижемского. Местный краеведческий музей считается единственным в Коми, созданным воспитателями на базе детского сада. Коми-горница из 2 комнат погружает гостей в быт и культуру времен наших предков. Интерьер музея состоит из подлинных вещей, возраст которых превышает 100 лет. А его коллекция продолжает пополняться экспонатами и по сей день. Небольшую экскурсию для гостей провела заведующая музеем Татьяна Пашнина. Тут было стекло. Видите, нужен жестянчик. 53-й год лампа. Вот тут плохо видно. 53-го года. Ответным творческим подарком для жителей Верхнеижемского стал концерт сосногорских артистов. В соседнем Вайвоже вопросы были в основном на коммунальные темы. Ответы на них посельчане получили от главы и профильных специалистов. Была проведена и юридическая консультация. Вместе с главой в поселок прибыли и представители отдела физкультуры и спорта. Они организовали для всех желающих мероприятие по сдаче норм ГТО, в котором вайвожцы с удовольствием приняли участие.
Помимо спортивных мероприятий, всех пригласили на концерт местных творческих коллективов. Танцы, песни и театральные сценки. Все это было представлено на сцене Центра детского творчества «Вайвожа». Поразил зрителей Константин Чижиков. Мальчик прочитал со сцены отрывок из произведения Пушкина, а именно «Письмо Онегина к Татьяне». Привычки милой не дал уходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда и сердце оторвал. В свою очередь, специалисты Сосногорского дома детского творчества подготовили целую программу мастер-классов по валянию лепки из легкого пластилина, а также рисованию в одной из малоизвестных техник. Полезно прежде всего, что сама техника Эбро, она принцип успеха. В этой технике не бывает неудачных рисунков, неудачных каких-то картин, неудачных каких-то фантазийных, наверное, более работ. Поэтому всегда при всех умеет ребенок рисовать, не умеет ребенок рисовать, всегда получаются очень яркие, красочные работы. Все, кто принял участие в мастер-классах, унес с собой на память поделку, сделанную собственными руками. Из поселков Вайвож и Верхнеижемский Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Прямая линия с руководителем отдела культуры Мариной Никитиной открыла жителям района перспективы отрасли на ближайшее время. Диалог о развитии этой сферы в муниципалитете инициировала служба общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорску. Один из вопросов, прозвучавших на прямой линии, касался оплаты услуг сертификатом дополнительного образования. По словам Марины Никитиной, на данном этапе в сфере культуры действуют только сертификаты учета. Механизм внедрения сертификатов персонифицированного финансирования только нарабатывается. Также руководитель отдела культуры рассказала о том, что уже скоро все ценители музыки смогут увидеть и услышать шедевры мирового искусства в виртуозном исполнении прямо здесь, в Сосногорске. Межпоселенческий культурный центр подал заявку на создание виртуального концертного зала на базе Дома культуры «Горизонт». Взяли мы за основу малый зал, потому что это, более, так сказать, камерная форма, которая подходит в основном для как раз детских школ искусств. Это такая маленькая филармония, когда ты можешь сидеть в Сосногорске и наблюдать, как у тебя идет прямая трансляция оперы, например, из Московской филармонии. В онлайн-режиме, в московском времени, на сегодняшний день сейчас. Еще одна новинка для горожан – библиотека модельного типа. Ее планируют создать на базе городской детской юношеской библиотеки. Заявка в министерство уже подана. Это совершенно новый формат библиотеки, который не ограничивает возможности читателя, развивает его, скажем так, интеллектуальную деятельность, и не диктует свои условия. То есть это уход от привычных стеллажей книжных, это максимально комфортное пространство, это зонирование зон библиотеки, то есть зона отдыха, коворкинговая зона, рабочая зона, игровая зона и много-много других зон, которые позволяют получить максимальный отдых и досуг на базе данной библиотеки. Надеемся, что наш район будет в приоритете в этом направлении. Планы развития отрасли этим не ограничиваются. Марина Никитина рассказала, что сегодня специалисты работают над проектом строительства нового здания досугового центра в Устюрте. До 1 июня ждут экспертизу на типовой проект. Павел Дурников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. И в продолжение темы. Сосногорская детская школа искусств получила новое фортепиано. В образовательном учреждении инструмент появился благодаря национальному проекту «Культура». В рамках нацпроекта оборудованием и учебными материалами оснащаются образовательные учреждения отрасли. Такие же инструменты поступили во многие школы искусств Республики Коми. Конечно, укрепление материально-технической базы, оснащение их музыкальными инструментами является приоритетным направлением культурной политики. Тем более, что детские школы искусств и дополнительное образование в сфере культуры, оно у нас на первом месте. Мы работаем по сохранению контингента обучающихся школ, и любой поддержке со стороны Министерства культуры Республики Коми мы рады.
Фортепиано, несомненно, будет востребовано в образовательном учреждении. На сегодняшний день в Сосногорской детской школе искусств обучаются 274 ребенка. Из них 24 на фортепианном отделении. Также основы игры на этом инструменте постигают и ребята, обучающиеся на других отделениях. Появление нового инструмента будет новым толчком для развития именно фортепианного отделения нашей школы искусств, что больше учеников придет играть на фортепиано. Педагоги сразу опробовали новый инструмент. Его звуки наполнили стены школы уже в день прибытия фортепиано в Сосногорск. Добавим, что новый инструмент Сосногорской детской школы искусств носит название «Михаил Глинка». Произведен инструмент в России с учетом самых современных технологий. На прошедших выходных в Сосногорском доме детского творчества состоялась премьера мюзикла. В рамках муниципального проекта «Музыка детям» учащиеся ДДТ представили для жителей и гостей города сказку по мотивам повести Вадима Корыстылева «Вовка в тридевятом царстве». Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Мюзикл – это музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, и важную роль играет хореография. Этот жанр не может оставить равнодушным ни взрослого, ни ребенка. Это всегда яркое зрелище, где много прекрасного. Это событие посвящено открытию года театров, объявленного в России. Открывает целый ряд мероприятий, которые мы будем в дальнейшем показывать. Мюзикл поставлен силами педагогов и учащихся Дома детского творчества. Для детей участие в музыкальных спектаклях – это уникальная возможность реализовать сразу все свои творческие способности. Одновременно можно и петь, и танцевать, и играть. Поэтому приобщиться к такому мероприятию проявили желание многие творческие коллективы города и учащиеся ДДТ. Порядка более 100 человек. Это коллективы наши творческие. Сугдиана, Молодая канарейка, Октава, Вдохновение. Ну и наши главные герои – это наши учащиеся Дома детского творчества и педагоги. А для зрителей, тем более дошкольного возраста, это всегда маленький праздник и возможность прикоснуться к музыкальному искусству. В этот день каждый получил заряд позитивных эмоций, которые запомнятся надолго. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске дали старт муниципальному проекту по продвижению здорового образа жизни среди пенсионеров. На этой неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе представители ЦРБ уже провели беседу на тему здоровья с людьми старшего возраста. Далее в нашем сюжете. Проект, который не так давно начал свою реализацию в нашем районе, направлен на укрепление здоровья людей категории 50+. Первый этап – лекции о правильном питании. Его провели сотрудники Сосногорской ЦРБ. Говорили и о легких физических нагрузках. Так, например, сегодня в моде скандинавская ходьба. Она очень полезна и эффективна для здоровья. Если проходить менее 10 тысяч шагов, то является малоэффективный образ жизни. То есть 10 и более тысяч шагов в день считается как активный образ жизни. Если проходить меньше, то, получается, у нас возникает гиподинамия. Правильной технике могут научить в ЦРБ. Там работает школа гиподинамии. В том, что движение – это жизнь, согласились все, кто решил участвовать в проекте. Они уже готовы от разговоров перейти к делу. Движение – это жизнь. Это не нами придумано. Поэтому стараюсь. Одной скучно, а вместе весело. Я в свое время занималась легкой атлетикой, акробатикой, гимнастикой, лыжами, волейболом, баскетболом, но это давно. Теперь вот только здесь. Николай Горбунов тоже приобщился к группе здоровья. С детства катается на велосипеде. По словам мужчины, он не видит свою жизнь без физических упражнений. Движение, правильно говорят, движение – это жизнь. Чем больше человек двигается, тем он больше и существовать будет. Мне в настоящее время уже, слава богу, мне, правда, не дают столько лет, но я вам скажу, мне уже 79 лет. И это лишний раз доказывает, что возраст спорту не помеха. Впереди у участников немало мероприятий. Массовые зарядки, спортивные забеги, командные соревнования и многое другое. Поэтому не упустите возможность приобщиться к физкультуре, спорту и здоровому образу жизни.
Андрей Калиничев, Влада Гришаева и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, до конца этой недели под влиянием юго-западного антициклона погода в республике будет заметно улучшаться. Атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. Температура воздуха ожидается ночью -2, -9. Днем на основной территории воздух будет прогреваться до плюс 7-12 градусов. На крайнем северо-востоке до плюс 2 градусов. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.